выписывать штраф, не доказав вообще, сколько моему сыну лет. Девушка за рулем Hyundai была крайне возмущена. Ее 11-летний сын сидел на переднем сиденье без удерживающего устройства, хотя ездить без него спереди можно с 12, а на заднем 7 лет. Автоледи посчитала, что сотрудники ГИБДД не установили, сколько в действительности лет ее ребенку, а сразу выписали постановление. Спор вышел весьма горячим. А я обязана вам свидетельство предоставить о его рождении? в октябре месяце. Ну это я вам сказала, а я вам также набрала, Я как папа. вы мне. Давайте паспорт А проверим. с чего вы решили, что я вам должна паспорт Нет, предоставить? вы один раз предоставили, я увидел. Я не буду вам... Будете подписывать. Если нет, то своих понятых У останавливаем. меня времени нет, чтобы говорить, останавливать. Девушке выписали штраф в размере 3000 рублей. Спустя пару минут автоинспекторы остановили еще одного водителя. В этом случае последствия будут куда весомее. Оказалось, что машина оформлена на юридическое лицо. И помимо водителя, наказание может грозить и организации, и ее руководителю. Сумма штрафа, как правило, достигает 100 тысяч рублей для предприятия и 25 на должностное лицо. 12 лет еще нет. А вы знаете, что согласно пункту правил 2029 правил дорожного движения, на переднем пассажирском сидении ребенок до 12 лет должен быть пристегнут к детскому удержустройству. На заднем пассажирском сидении до 7-летнего возраста находиться в детском удержустройстве. Впрочем, большинство автомобилистов все же соблюдают правила дорожного движения. За это их и поощряли. Всегда сидим в кресле, пристегиваемся, а это маме с папой памятка. В ходе проведенного профилактического мероприятия два водителя привлечены по части 3 статьи 1223 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях за нарушение правил перевозки детей, а именно перевозка детей на переднем пассажирском сидении без детского удержустройства, соответствующего росту и весу ребенка. С начала этого года в авариях на дорогах республики погибли 5 детей, еще 83 получили травмы. В некоторых случаях трагедию удалось избежать именно благодаря правильной установке удерживающего кресла. Пример тому – лобовое столкновение в Зеленодольском районе в минувшие выходные. Сначала в «Ладу» Калина врезался Volkswagen, а затем и Subaru Forester. Отечественная легковушка восстановлению не подлежит. 3-летний мальчик, пассажир «Лады», находившийся в кресле, не только выжил, но и не получил серьезных травм. Айрат Надиев, Константин Бушуев, вызов 112.